Еще некоторое время назад эта колонна грузовиков с цементом задержалась бы на границе несколько дней на время оформления таможенных деклараций. Теперь на все уходит примерно полчаса. Цемент из Баткенской области отправится прямиком в Узбекистан. Документы по каждому из них будут обработаны Южной таможней в Центральном офисе таможенной службы. На это уйдет 3-4 дня. Теперь заботы предпринимателей позади. Сейчас у меня все заняло 10 минут. Мне нравится, что все так быстро и легко. Государственная таможенная служба запустила пилотный проект по удаленному таможенному декларированию экспортных товаров. Это экономит время и снижает затраты. Вот эти документы мы примем в электронном виде. Все проверяем, делаем пометки и даем добро. Раньше для этого надо было приходить в офис таможенной службы. Теперь же можно сразу отправляться на КПП. На пропускных пунктах проверяют вес товара. Все проходит быстро и без лишних сложностей. Сейчас автомашина, принадлежащая ОСО ЮКЦ, это цементный завод, фактически выезжает через таможенную границу, показывая нам товаротранспортную накладную. Здесь мы проверяем вес в системе, а также все товаросопроводительные документы. Пока систему обкатывают на 2 цементных заводах – Баткенском и Араванском, крупнейших экспортерах на юге страны. Я рад, что на таможне упростили правила. Сегодня я 3 фуры декларирую онлайн. На это у меня ушло всего 20 минут. Если эксперимент пройдет удачно, то на электронное декларирование перейдут и другие экспортеры в Кыргызстане. Подать документы в таможенные органы и получить ответ можно будет, не выходя из офиса. Мы рассчитываем, что это существенно сократит время на выпуск товара, а также сократит и финансовые затраты экспортеров, связанные с таможенными операциями. Предполагается, что электронное декларирование исключит личный контакт должностных лиц на таможне с предпринимателями. Это сделает процесс таможенного оформления гораздо более прозрачным и снизит риски коррупции. За результатами будут наблюдать до 30 ноября. Если все получится, то система будет внедрена повсеместно. Алена Смирнова, Самара Асанова, Эдиль Алиев, Бекзат Машрапов, ЛТР, Ошская область.